Всем привет, друзья! Рад вас видеть на своем канале, посвященном съемке видео, YouTube, продвижению и с недавних пор монетизации тоже. Сегодняшнее видео будет у нас посвящено ответу на вопрос моего подписчика постоянного на моем основном канале «Успех до пенсии» и на этом канале. Это Дмитрий Имбагосу, Инвестиции 2021. Приветствую, Дмитрий, отвечаю сегодня на твой вопрос. Значит, вопрос такой. Премьеры я провожу с какой-то конкретной целью или просто так, как они влияют на просмотры. Вот сегодня как раз таки отвечу на этот вопрос, и он, скорее всего, даже будет, в положительном таком ключе. Я расскажу о преимуществах премьер и почему их стоит использовать, пожалуй, каждому, кто загружает видео на YouTube, потому что, преимущества неоспоримые, прям вот. Как мне кажется, нужно хвататься за это и использовать максимально, насколько это возможно. Я выписал себе 5 преимуществ, и сейчас пробежимся по ним. Первое – это предварительный анализ тегов к видеороликам. Значит, но тут есть оговорочка. Только при использовании сервиса vidIQ. Что это значит? Что это вообще за сервис такой? Это расширение. Как оно выглядит, вот сейчас вам покажу. Специально для тех, кто не знает, vidIQ, вот так оно называется. Выглядит оно, вот значок, таким образом. Да. Это расширение для браузера Google Chrome и для других браузеров тоже. Оно позволяет наилучшим образом оптимизировать свои видеоролики для продвижения уже на сервисе YouTube. В основном, наверное, им пользуются для того, чтобы продвинуть видео в поиске и посмотреть какие-то тренды, которые сейчас есть на YouTube. Вот сейчас я вам показываю непосредственно пример работы этого приложения, даже непосредственной его бесплатной версии. Видеоролик «Инвестиции в 15 лет». И здесь я вижу, значит, следующее. Если бы у меня этого расширения не было, я бы не видел вот эти циферки. Единичка, да, там двоечка, троечка там и так далее. Это все теги к моему видеоролику. Что эти циферки значат? Они показывают мое положение в поиске на YouTube. Да, если мы сейчас, к примеру, зайдем вот на YouTube, забьем здесь инвестиции в 15 лет, мой видеоролик будет первый. Нет, ладно, не первый, хорошо, второй. Но тем не менее, да, занимает достаточно высокую позицию по этому запросу и, в принципе, по инвестициям для подростков. Вот для этих целей служит это расширение. Как оно позволяет нам в премьерах, значит, что-то, как-то его использовать. А так, что вот, например, видео, которое у меня будет выходить завтра. Я его только что поставил в премьеру, буквально вот, пару минут назад. Указал, значит, запланировать публикацию, дату, время поставил и нажал вот эту галочку «Назначить премьеру». Все, потом сохранить, и оно уже опубликовалось. И давайте посмотрим, как, значит, это преимущество работает. Я указал теги к видео. Оно еще не вышло, напоминаю, да, видеоролик не вышел. Но я уже вижу, что по этим тегам я нахожусь первый в поиске YouTube. Налог с подарочных акций. Давайте зайдем опять же на YouTube и посмотрим. Так, сейчас сделаем вот так. Налог с подарочных акций. Смотрим. Пожалуйста, я первый в поиске. Давайте поговорим, значит, что вот это такое. Это своего рода анонс. Как только мы нажали кнопочку... Так, где она? Вот здесь, значит, кнопочку назначить премьеру. Окей, сохранить. У нас на канале нашем в разделе подписок, если я вот зайду на свой канал, как будто бы я на него подписан, я увижу вот такую картину. То есть видео у меня еще не вышло. И, собственно, в этом анонсе указана дата и время, когда видео выходит. Когда можно выкладывать эту штуку, то есть когда вот стоит делать этот анонс. Можно заранее, да, там, если вы редко выпускаете видеоролики там за 2 дня, за 3, может быть, чтобы люди уже понимали, на что можно рассчитывать, какой контент будет. Они уже могут поставить лайки,
дизлайки этому анонсу. Ну и, конечно же, напоминалку себе поставить. Я вот сейчас, так как в аккаунт, видите, не вошел, я не могу этого сделать, но для тех, кто вошел в аккаунт, вот здесь, в этом месте, появляется кнопочка «Напомнить». Это значит, что человек получит уведомление. Да? Могу поставить вот лайк, дизлайк. Ну, сейчас не могу, потому что в аккаунт опять же не вошел. То есть тоже преимущество такое как бы налицо. Так, сейчас прервем на телефоне, пока он пускай отдыхает, это уже перегрелся. Индексация в поиске YouTube. Как раз таки вот с этим связан этот сервис vidIQ, про который я сказал уже. Он уже позволяет индексировать видео, которое еще не вышло. Да, то есть мы уже это с вами проверили. Я показал, да, что я забил ту фразу, тот тег, который я указал в самом видеоролике, и я уже получаю его в ответ на мой запрос в поисковой строке. Чем не преимущество, да? Пожалуйста. И пока этот видеоролик не вышел, этот анонс, он так и будет висеть первый в поиске. Что тоже очень немаловажно. Да? Это положение в поиске, оно закрепляется до выхода видеоролика. Следующее. Появление в ленте у подписчиков в момент публикации. Ну, в принципе, я это уже сказал, да? Что я, например, вот сегодня я выставил анонс буквально 10 минут назад. Значит, человек, который в данный момент, там 10 минут назад и после этого, до того момента, пока она не пройдет, эта премьера, завтра, человек в ленте будет видеть вот этот мой анонс. И, соответственно, я дополнительным образом цепляю его на то, чтобы он обратил внимание, что вот такой видеоролик у меня выходит на канале. Это первый момент, когда мы цепляем внимание зрителя, когда ролик еще не вышел. Так, следующий момент. Момент, когда премьера наступает. Вот у нас настала та дата, завтрашний день, 23 мая, 12 часов. А в момент, когда премьера наступает, подписчики видят этот видеоролик в своей ленте подписок. Опять же, это уже второй раз, когда человек увидит этот видеоролик в своей ленте. Заходим, значит, в подписки на YouTube. Давайте вот я сейчас, кстати, вот прям сымитирую для вас. Так, значит, смотрим, да? Открыл приложение YouTube, захожу во вкладку подписки, листаю и вижу, да, что вот у меня такой анонс. Вот когда премьера будет наступать завтра, я увижу в этой вкладке подписки на самом первом месте, на самом верху, я увижу, как будто бы у меня это видео идет как прямой эфир, то есть трансляция. То есть там будет значок гореть, что вот прямой эфир на таком-то канале сейчас идет. Подключайтесь, смотрите, собственно, видео. Это еще один момент, да, когда вот человек может обратить внимание. Каждый ваш подписчик, заходя во вкладку подписки, видя, что у вас идет прямой эфир, будет видеть этот видеоролик на самом топе в ленте подписок, что тоже абсолютное преимущество. Длительность этого эфира, сколько она составляет? Значит, первый момент это перед самой премьерой там за минуту или может быть даже за 5 минут за минуту, по-моему, включается таймер обратного отсчета до премьеры, там 59, 58 там, и так далее, пока премьера не началась. Значит, человек может зайти, во время таймера уже будет ваше видео висеть в топе, уже оно будет обозначено как прямой эфир, и как бы человек уже будет готовиться к тому, чтобы посмотреть ваш видеоролик. Естественно, чем интереснее видео, тем лучше для дальнейшего его как бы продвижения. Да? Понятное дело, что показатели удержания – это самое важное, что вообще может быть на YouTube. Итак, длительность равна длительности самого видеоролика. Если у нас ролик на 11 минут, вот как у меня сейчас, например, то премьера будет длиться вот это время, и на протяжении всего этого срока люди будут заходить в подписки, и они будут видеть этот ролик первым, самым наверху. Очень, прям это вот huge plus, там, не знаю, как еще назвать, короче, это мега преимущество. Как только премьера проходит, прямой эфир заканчивается, все, ролик превращается в самый обыкновенный видеоролик на канале, как будто бы никакой премьеры и не было. И это еще один раз, когда люди увидят премьеру. То есть, к примеру, чисто теоретически, да, вот вы выставили премьеру за 2 дня до выхода видеоролика. Окей, человек не заходил в приложение на YouTube, он не видел этот ваш анонс.
он не видел анонс. В момент премьеры он тоже не заходил в приложение YouTube, он не видел, что у вас как бы этот прямой эфир идет, на самом деле это премьера. Не видел. Но зато он через, там, например, через день, а может быть даже там через парочку часов зашел в YouTube и видит, да, что у вас сегодня утром в 12 часов, значит, вышел видеоролик. Пожалуйста, в его ленте он появился. И это вот еще один раз, когда человек тоже увидит видеоролик. Чем плохо? Ничем, абсолютно. Вот. В принципе, это все преимущества, которые я себе выписал. Если есть что добавить, если те, кто пользуется такой функцией, да, на YouTube, то, пожалуйста, добавьте свои какие-то моменты в комментарии. И, кстати, давайте вот еще покажу еще один момент. Не-не-не-не-не, все, не покажу, друзья. Покажу все-таки, друзья, вот видеоролик, значит, открыл другой. Недавно появился такой функционал, как устроить премьеру. Тут помимо кнопочки, вот этой галочки «Назначить премьеру», теперь появилось «Устроить премьеру». Кстати, функция доступна не для всех YouTube-каналов, для начальных вроде как недоступна. Может быть, даже только 1000 подписчиков это начинает действовать. Что он позволяет? Он позволяет добавить к вашему вот этому анонсу трейлер. То есть он будет как бы вшит в анонс. Не просто картинка, что у меня выходит такой-то ролик. Я имею в виду, будет вшит вот в этот, так скажем, предпросмотр. Смотрите, я когда навожу на видеоролик уже опубликованный, вот такая штука. А когда будет трейлер у вас прикреплен к этому анонсу, видите, вот тут премьера написано. Когда мы добавим функционал «Устроить премьеру», вот при наведении на предпросмотр, тут будет тоже видеоролик, значит, всплывать. До 3 минут можно его туда вставить и, соответственно, посмотреть, что будет в предстоящем видеоролике. Но, в принципе, с доступом по ссылке можно такое делать. И хорошо, просто засорять анонсами только лишь свой канал в открытом доступе, чтобы все это было, ну, это не очень. А так, в целом, да, это очень прикольно. В анонсе это можно рассказать, о чем будет видеоролик, заинтересовать как-то дополнительно уже своего зрителя или потенциального зрителя, и что тоже будет, конечно же, играть на руку. Про устроить премьеру поговорим как-нибудь еще отдельно. Ну а на этом все. Дмитрий, я надеюсь, ответил на вопрос. И для тех, кого тоже... Для кого было интересно вообще, почему это я выставляю премьеры, я думаю, что теперь какая-то картина общая складывается, зачем и по каким вообще причинам я это делал. Всем спасибо за внимание, за просмотр и счастливо, удачи на просторах YouTube и в съемке видео.